Давно начинали вообще работу? Сколько? Год назад. Признавайтесь. Прошлым ноябрем. Почему такие паузы большие? Ой, ну из-за работы. Из-за работы. Ну, знаете как, они большие, эти паузы, но потом я, если села, то я могу картин 15 за несколько дней, буквально за неделю. Часами буду сидеть и работать. И для меня очень плохо, что она сейчас начата и недоделанная. Мне надо было ее тогда доделать. Не люблю так оставлять, там, чтобы ее месяцами какую-то одну картину писать. А многие художники, насколько мне известно, начинают писать, не добивают, часто возвращаются к своим работам. Но это не про меня. Это не ваш Нет, стиль. мне вот сейчас сложно ее как бы продолжать. Легче новую начать и доделать. Потому что не то расположение духа было, не тот период был. Нет, наверное, потому что просто я, может быть, потому что я 7-месячная, мне надо быстро все сделать, доделать. Если есть какая-то задача, я ее сама себе, допустим, поставила, в данном случае картина, зная свой характер, мне надо ее начать и доделать. Потому что она вот такая будет стоять, она может стоять еще несколько лет, и я наверняка ее не доделаю. То есть все-таки это характер, а не, там, не муза? настроение, не муза, не А в расположение. музу я вообще не верю, то есть музу можно ждать реально годами, потому что, мне кажется, это какое-то эфемерное вообще понятие, непонятное. Муза, она приходит, вот ты сел, разложил все, ну как, я про себя говорю, разложил, краски выдавил. Я могу один день только краски выдавить, подготовить все рабочее место и на следующий день спокойно сесть и начать писать. И вот тогда, возможно, придет эта муза в процессе работы, и, не знаю, рождаются какие-то новые идеи для новых картин, какие-то, не знаю, композиции, что-то в голове рождается. А если ничего не делать, не начинать, никакая муза ко мне не приходит. Невозможно ли растерять навык за год? Но вот такое ощущение, что когда долго не пишешь, что ты забыл и не знаешь, как начать вообще, да? Но это ложное, по себе тоже знаю. Может, у кого-то по-другому. Ничего не теряется, оно может даже как-то переформатироваться. То есть если раньше это одни работы были, да, так я точно не напишу, как раньше. Может быть, по-другому, не то, что хуже, лучше. Понаблюдаю за процессом немного, если вы не против. И еще меня интересует вопрос. А вы не скучали целый год не возвращаться Конечно. к любимому делу? Я понимаю, что очень много работы, вы сейчас заняты школой в основном, об этом мы поговорим попозже, конечно же. Может, не надо. Знаете как? Отвлекающий фактор от творчества, да? Я очень скучала и скучаю, и каждый раз я специально здесь все себе расставила, чтобы я, когда мимо проходила, меня совесть мучила. Но мне реально для этого нужно время. Не то, что вот так часик освободился, сесть и писать. Нет, это нужно прям настроиться и вот несколько дней этому посвятить. Почти все ваше время вы отдаете школе, не побоюсь этого слова, в ущерб своему творчеству. Сколько лет это уже длится, как вы решились? Не решили, а решили связать свою жизнь со школой? Ну, первая часть твоего вопроса, в ущерб ли это моему творчеству, я скажу, что нет, потому что для меня весь этот процесс, он творческий. Начиная от ремонта в классах, заканчивая атмосферой в классе, образованием, это все равно творчество для меня. И я стараюсь подходить креативно, насколько получается, ну, судить не мне. А как я решилась, ну, достаточно спонтанно, я не задумывалась, насколько это сложно. И хорошо, что не задумалась, иначе я бы, наверное, подумала, что это, наверное, очень сложно и отказалась бы. Сколько лет это длится? 6-й год. Нравится? Очень. Но я очень устаю, правда, и на живопись у меня уходит теперь, вернее, не уходит никакого времени. Расскажите, откуда в вас вот эта вот любовь к искусству, насколько творческая ваша семья, может быть, кто-то писал, Кто-то был художником? кто-то был художником. Ну вот оказывается, папин дядя был художник и учился даже в Академии художеств.
А я это не знала, когда я поступала в художественный вуз. Об этом вы узнали намного Да, позже, да, да? да. Вот, а так, конечно, семья особо не творческая. Вообще не творческая. Меня просто поддержали. Когда еще в школе училась, поддержали мою идею, мое желание быть художником. Хотя я сама не совсем понимала, что это. Просто сказала, я люблю рисовать. Так я хорошо училась, и меня хотели видеть врачом или юристом. Как многие родители. Да, врач, юрист, детей. экономист. То есть это так очень звучит. А художник, ну что? Кем потом будешь? Куда пойдешь работать? Я об этом не думала. Я просто сказала, я очень люблю рисовать. И с детства, да, я с детства рисовала, с 3 лет, наверное. Еще я любила вот так сесть, там, альбом взять, рисовать что-то, какую-то сцену, допустим, каких-то людей, там, девочек, мальчиков, что-то я там рисовала, и приговаривать, значит, рассказывала сама себе, что происходит в этой картине сейчас. Так могла часами сидеть. Да, потом меня отдали в студию живописи Геннадия Лакова, туда все мои сверстники ходили. Это было до войны, и я вот ходила, наши работы потом он возил на выставки, я знаю, в Германию, еще куда-то, у него сохранились работы. Ну вот как-то так. Потом так получилось, что мне не то, что не препятствовали, меня мои родители направили и дали такой старт в этом моем желании. А мне было страшно при этом. Страшно, потому что ты вообще к этому не готов. Ты не ребенок художников. Ну, как-то ты ничего вообще про это не знаешь, в принципе. Что масляная краска разводится разбавителем, а не водой. Да. Какие кисти нужны, для чего, для каких красок они подходят. Что такое этюдник? А эти знания не давала школа художественная? А я не ходила. А вы не ходили никуда? То есть вы сразу решили поступать Не в то, что высшее учебное поступать. заведение и становиться художником? Вы знаете, когда я пришла заниматься дополнительно, естественно, туда так не поступишь, нужны знания и умения определенные, да, которые дает колледж, школа, там, не знаю, училище. У меня их не было, у меня были какие-то детские такие, если можно сказать, навыки и видение чувства цвета, на чем, в принципе, я выезжала, если так можно сказать, первый год. Я получала 3 за свои работы и была очень-очень рада. Но до этого, да, меня определили... Нужно отметить, что вы учились в одном из престижнейших вузов мира. Мира. Да. Я очень ценю, что я туда попала и что я там смогла учиться и закончить на отлично. Я не предполагала, что такое будет, да. Что хотела сказать, когда меня привели заниматься дополнительно по рисунку, договорились с преподавателем, который вел, по-моему, графику в этом Суриковском институте. Я была в шоке, потому что стоит женщина, натурщица, а я не умею рисовать даже квадрат, куб, глаз гипсовый, да, с чего начинают. Стоит женщина, натурщица, и мне сейчас объяснят, как ее нарисовать карандашом. А обратной дороги нет. То есть я для себя понимала, что я не могу как бы сказать, что, знаете, по-моему, это не для меня, я передумала, мне кажется, это все сложно. Я просто не смогла этого сделать. Это был уже первый курс? Нет, это было даже до 1 курса. То есть до вступительных Да, испытаний. я 1,5 года занималась и с преподавателем, и ходила на подготовительный факультет в этот институт. Благо там есть такой, он как первый курс дублирует его. Это как у нас 0-й класс немного дублирует 1 класс. Тоже точно так же. И там день с 9 до 4, живопись, рисунок карандашом, живопись красками, предметы какие-то там, анатомия, что-то еще. Вот, и я пришла первый день в эту мастерскую, вот на этот подготовительный факультет. Значит, в моей мастерской сын Шилова, да, какие-то иностранцы. Для меня он был дядька какой-то, 35-летний. Мне было 17 или 18, и я была просто в шоке. Я не смогла дать задний. Куда я попала? Да. Это характер? Куда я попала? Или что? Я не знаю, можно это назвать каким-то характером, что такая сильная, такая целеустремленная. Нет, я просто испугалась сказать дома, что, наверное, я не смогу. И вот вы зря тут как бы постарались, что-то с кем-то договорились, чтобы со мной позанимались. Мне показалось, что это очень как-то некрасиво, страшно, не знаю. И я решила, что по мере возможности я буду стараться. И не старалась.
Потому что я считала, что я хуже всех. И я вот сейчас на детей смотрю. Если учитель ребенку говорит, что ты там, почему ты так, почему ты ничего не сделал, ты что, тупой или дурак, да, если такое бывает, то это очень пагубно влияет потом на сознание человека растущего. И он с этими мыслями может всю жизнь прожить. Какие педагоги были у вас? 2 раза в неделю приходит. Вот здесь подправь. А это что за колбаса вместо руки? Ну, примерно так. Потому что там всего лишь это коррекция того, что ты умеешь на этом подготовительном факультете. То есть там люди после училища. Да, и передо мной это натурщица. Я напрягаю весь свой мозг, не знаю, что такое золотое сечение, как нарисовать голову, ничего не знаю. Просто пытаюсь услышать каждое слово, которое говорится кому-то рядом. Или, самое главное, не прошу, кто-то подходил ко мне, видели мой ступор, мои однокурсники, да, по факультету. Ой, ты лучше вот здесь вот так сделай. Или тебе эти краски не нужны, купи такие-то, да, вот какие-то элементарные вещи, которые я просто пыталась из каждого взять. И что? И потом за это мне поставили 3. Как я обрадовалась. Ладно, реально, я просто подумала, что моими усилиями вот этими, да, всеми, можно получить 3, значит, что-то вообще возможно. Я так еще несколько лет ходила. До 3-го курса, пока мне не стали ставить 5 за натюрморты уже такие реалистичные. И говорить, вот, посмотрите, вот как она здесь написала. Я просто... Так это то, что получалось интуитивно, или все-таки какая-то работа над собой, Нет, дополнительные какие-то знания? Ну, какие-то знания, которые давались в процессе всего этого. Это как сейчас, наверное, можно же в институте не учиться, можно в интернете всему научиться, чему хочешь, да? Так и там ты выживаешь. Получается, педагоги не наставляют, фактически не помогают. В принципе, готовые готовый материал, из которого да, но в они случае с вами лепят история что-то, чтобы человек поступил. Вот. Корректируют в течение года. У кого-то лучше получается, у кого-то хуже. Все разные абсолютно. После разных школ, от училища и лицея тоже многое зависит. То есть там есть разные тенденции. А у нас был очень специфический вуз, академический, Суриковский институт. Академическое искусство. Ну вот, и что хочу сказать, когда меня привели заниматься дополнительно к этому художнику-графику, то есть рисовать карандашом с натуры человека, я помню, папа ему говорит, ну сейчас, как у нас наш пхаст, ну сейчас из нее, конечно, там Пикассо не получится. А он мне так посмотрел, а вы откуда знаете? И у папы такой ступор. Я это так запомнила, то есть нужно верить, то, что получится все. Если будут старания, то по-любому получится что-то. У каждого свое. Причем у каждого же разные какие-то способности, да. Талант может быть с рождения дан. Может быть, да, дан талант, да, и мы можем не знать, какой у нас талант, пока мы не попробуем. Диплом Московского института имени Сурикова плюс свидетельство Британской школы дизайна. Где прошла? Нашла, выкопала информацию. Честно говоря, мы находимся у вас дома, и я воочию вижу результаты обучения, так скажем. Расскажите немного об этом, насколько полученный опыт применяется в практике и только лишь дома у себя или все-таки по специальности где-то как-то по специальности не работала. Реализоваться? Несколько заказов было, которые я вела, но надо было еще доучиться. То есть я умею делать чертежи в архикаде, планировки, расстановка мебели, электрики, это все могу. А потом в 3D Max надо было учиться еще годик. Мне просто стало неохота, честно говоря. И я уехала сюда. Лень победила. Да.
А почему пошла учиться? Потому что вообще мне нравится учиться. Да, и хотелось бы, мне на тот момент хотелось какую-то работу, чтобы она была стабильная, потому что писать картины, ну, куда ты, на какую работу ты пойдешь? Хотелось самой зарабатывать, что-то делать, да, и зарабатывала я, когда продавала работы. Это было с какой-то периодичностью все, да. Понятно, выставки, там, и надо было, конечно же, договариваться с какой-то галереей, потому что обычно у художника есть человек, агент или галерея, с которой он сотрудничает, и они занимаются продажей. Получалось так, что я сама пишу и сама же продаю. То есть, ну, какие-то заказы были, это или портреты, или для ресторанов, или домой, или повторить какую-то работу мою же. Но это так, знаете, временами. Поэтому мне тоже кто-то посоветовал, мамина подруга, почему ты не пойдешь на дизайнера интерьера, вот, там такая профессия хорошая, перспективная. Ну, я посмотрела в интернете, куда лучше. Мне нужен был какой-то интенсивный курс, потому что все-таки я хотела уже жить в Абхазии, а не в Москве, поэтому это был полугодичный курс, такой, правда, интенсивный. Мне очень нравилось, было интересно, и много нового узнала, и то, что сейчас, в принципе, применяю. Все знания, вот эти постройки по дизайну интерьера, они мне пригодились. Не только дома, а еще и на работе. Вот. А так, да, несколько заказов было. Но я просто для себя поняла, что я не на том уровне, поэтому я не стала продолжать брать какие-то заказы, планировки. Плюс пару раз некрасиво заказчики поступили, мне не заплатив. У меня не было опыта договариваться, составлять какой-то договор и продумывать там, не знаю, проговаривать, что вот вы платите за это, я сейчас делаю это, потом вот это, вторая часть. Ну, в общем, как-то я ничего это не знала, не умела, и просто мне стало неохота. Открыто говорю. Вот. Но то, что умею, оно пригодилось, и до сих пор как бы очень даже мне все это нравится. Стройка — это вообще мое. Я с удовольствием сейчас снесу этот дом и буду строить заново, да, если будет возможность. Да, я прям живу, когда стройка. Мы все люди живые, поэтому нам важно, чтобы результат нашего труда был оценен, ну, чтобы люди видели, понимали, оценивали. Чаще всего это происходит в вашем случае. В нашем случае это вот готовая передача, которая выходит в эфир. В вашем случае это ваши выставки. Где, как проходила ваша первая выставка? Какой опыт был получен? Какие, ну, так называемые ошибки были допущены, которые были исправлены в последующем? Первая моя выставка была в 2008 году в Абхазии, в Сухуми, в Центральном выставочном зале. Для себя я тогда решила, что надо начать с Абхазии, хотя была возможность в Москве это сделать. Мне казалось, что так надо. Я привезла 44 работы, пригласила много гостей. Все пришли, и я была в шоке. Для меня это такой опыт был. Я вообще... Может показаться, что я любитель быть в центре внимания, но это не так. Я очень нервничала за день до выставки. У меня случилось типа что-то радикулита, что я еле ходила. Психосоматика. Я вообще еле встала. Не то, что ужас какой-то был. Это была зима, февраль, холодно. Надо было одеть каблуки, а я не могу ходить. Я подъезжаю, а там уже люди, дорога перекрыта, это Лакоба. И у меня такой ступор, я готова просто не идти туда. Меня чуть ли не вытолкали из машины, я зашла вот так вот, и повернулась куда-то направо, что это не я. Это не я, это не мои работы, это не моя выставка. И вот все с цветами, поздравляем. Как красиво. А для меня это, знаете, даже страшно было, каждый раз страшно. Как первый раз показать, надо было кому-то работы, посмотрите. Это очень волнительно. Это не та самая выставка, которая открылась в 7 вечера? Нет, это было, когда, по-моему, маэстро открыли ресторан. В СМИ писали о том, что вы первооткрыватель в этом плане. Человек, человек, который единственный художник, который в такое позднее время я это даже не помнила. Да, еще, в Москве были выставки, участие в выставках, организованных Союзом художников России, Союзом художников Москвы.
персональная была выставка. Еще мы с подругой, моей однокурсницей, организовали один раз очень чудным образом. Получилось на этой площадке даже бесплатно. Это называется Екатерининский дворец на Суворовской площади. У них есть музей. И работник этого музея, мы случайно с ней познакомились, она предложила организовать в этом музее выставку. Мы ее назвали «Россия-Абхазия» с моей подругой. Она очень талантливый художник, у нее родители заслуженные художники России. Она говорит, с меня, значит, союз художников, а с тебя абхазская диаспора. Я говорю, хорошо. Вот. И еще, знаете, вот такой момент, когда думаешь, что вот на этой выставке, наверное, продашь какую-нибудь работу или 2, или 3. Вот смотришь на работу, кажется, что они вот продадутся. Обычно ни одна не продается. А вот, например, вот в Абхазии, когда первый раз у меня была выставка, я вообще не планировала ни одну продать. Вообще не планировала продавать. Ну, примерно знала цены для себя, как бы накидала. Продались, по-моему, 8. Такая приятная неожиданность. Да, это очень было неожиданно, потому что ну, и цены особенно такие, да, российские были цены. Вот раз уж мы заговорили о России, вообще о выставках, которые были проведены не на территории Абхазии, а за пределами, хочу спросить, какую роль в творческом процессе играет реакция зарубежного зрителя, зарубежной общественности? Зарубежная вы сейчас имеете в виду российского? Да, российского. Ну, у меня бывала работа моя висела еще и в Париже на выставке. Это брала Академия художеств. Без меня она там висела сама. Какую роль? Мне кажется, любой зритель, он субъективен. Кто-то может разбираться, кто-то не разбираться. Вот хоть я могу сказать, что я профессиональный художник, да, но у меня тоже это на уровне нравится, не нравится. То есть это, я понимаю, что картина может быть плохо нарисована, если смотреть с академической точки зрения. Неправильно вообще все нарисовано, вот человек стоит неправильно. А вот по цвету и по ощущениям она так цепляет, что ты думаешь, ты уверен, что она лучше, чем то, что нарисовано правильно. И наверняка там захочешь ее приобрести, а не то, что правильно. Ну, то есть то, что нравится, то и хочешь себе приобрести, правильно? Ну да, совпали по ощущениям. Да, и у меня то же самое, хоть я и вижу, как надо, как не надо, да, то все равно на уровне нравится, не нравится все это. Так и обыватели многие, зрители такие, вот я не разбираюсь, но мне кажется, вот это красиво. И так и должно быть. Я вообще считаю, что искусство должно быть красивым. Должно наполнять какими-то эмоциями положительными. Но сейчас мода такая, чем хуже, тем лучше. Боя можно распиарить, просто точку поставить, так закорючку. И какой-нибудь галерейщик знаменитый скажет, что это шедевр. Как вы относитесь к экспериментам? Положительно. А это все это эксперимент. Живопись — это эксперимент. Я детям тоже говорю, я преподаю живопись, можно все на картине. Вот хочешь, вот стоит постановка, там, не знаю, коричневая ваза на фоне там желтой какой-то драпировки и, не знаю, апельсин там еще или еще что-то, яблоко. А можно вазу синей сделать? И вот мое видение такое, что надо сказать можно. Я иногда даже задание даю. Напишем пейзаж, такой-то, такой-то, объясняю или картинку показываю, только другими цветами, нереальными, каких не может быть. Да, можно даже там малиновое небо. Я считаю, что это развивает фантазию, развивает творческие какие-то моменты. Да. Потому что как раз вот, что я не сказала. Этот художник, к которому я пришла рисовать, который сказал, что может быть это и Пикассо, и еще кто-нибудь, он сказал так: хорошо, что у нее нет базы. Это плюс. Вот сейчас с чистого листа начнем. А так бы уже она пришла, ее научили именно вот так вот, я бы не смог ничего с этим сделать. И по шаблону. Да, наверное, вот он мне эти мысли и дал. Что это не шаблон, это творчество должно быть в любом случае. Понятно, что, например, руку надо уметь нарисовать, да? Ну, а может быть, там, я хочу, чтобы это было чуть нереалистично, сделаю тут тень, не такую какую-то там цвета кожи, а просто фиолетовую. И вы отойдете и посмотрите, это рука. И все в сравнении. Например, вот мы сейчас пишем кофточку, сзади какое-то дерево, да?
Я точно знаю, что то зеленое, и кофта зеленая, если была бы, да, и сзади зелень. Я точно знаю, что этот зеленый будет ярче и контрастнее, чем тот, который на фоне. Чтобы была глубина, чтобы вы видели, что это передний план, а там задний план. Вот такие вещи, конечно, это такие азы, которые меня тоже научили. По-другому сделаешь, и сразу видно, не знает человек как. Любой художник ищет вот этот свой стиль, что-то свое, свою фишку. Да, в нашем мире очень сложно найти что-то уже новое, на мой взгляд, да, и стараться за кем-то повторять смысла нет. Это не творчество, это ремесло. С одной стороны, тяжело что-то новое придумать. С другой стороны, за кем-то повторять, это тоже, это правда не творчество. Ну а где найти эту золотую середину? Не знаю. Не знаю. Но опять же, ты работаешь, как я сказала про музу, да, то, что она приходит во время работы. У меня так. И я не могу сказать, что у меня определенный уже какой-то творческий путь и стиль. Вот я определилась, это мое. Вот так вот теперь и буду писать всегда. Вообще не. Сегодня так, завтра иначе. Может, передумаю, буду только делать абстракции, а вот через год, не знаю, к реализму вернусь. Давайте немного поговорим о ваших работах. Что чаще всего вам хочется изображать? От чего зависит? Сегодня вы хотите написать портрет или там, пейзаж? Пейзаж, определенно осень, хорошая погода. Конечно, хочется поехать, чтобы, не знаю, выключить телефон и писать пейзажи. Причем сразу 3 холста взять, это про меня. 3 начать, потом дома доделать. Главное сфотографировать, чтобы понять, где там что было, а цвет накидать, потому что никакой фотоаппарат, никакая камера не передаст то, что может видеть глаз. Вот. Накидал цвет, там расположил примерно как что, и по фотографии можно уже доделать дома. А если портрет, мне нравится писать портреты людей с неправильными чертами. На самом деле легче написать портрет, когда есть что-то выразительное в лице. Что-то необычное, там крупный нос, какие-то брови, там губы, родинка. Написать такой портрет легче. Почему? Потому что более похожим можно его сделать. А когда правильные черты лица, вот, кстати, пример моя мама. У нее такие правильные черты лица, мелкие, вот, на нее смотришь, и какая красивая. А я не могу ее похожей сделать никак. Я уже даже перестала. А у вас есть работа «Мама в молодости»? Ну да, это из фильма кадр. Да, белый профиль. В профиль. Кое-как еще я это сделала. В 2006 году вы защитили диплом на тему «Абхазская кухня» на отлично. Все прочитала. Ну, о ваших работах мы, конечно, поговорим, но меня другой вопрос интересует. Готовить вы любите? Как вы думаете? Ответьте на мой вопрос. Я не знаю. Я очень люблю готовить, очень люблю гостей. Я, можно сказать, когда дома все время готовлю что-нибудь. Здорово. Да, причем еще гости не предполагаются, я это все приготовлю, что считаю нужным, или эксперименты какие-то провожу. Это тоже творчество, кстати. Вот, и потом уже думаю, так, кого позвать? Кого позвать? И все знают, даже мои племянники, которые там дома это не поедят, они заходят, ой, что у тебя есть вкусненько? Усядутся. В общем, все животные, люди, все. В дипломной работе что было? Что было изображено? Дипломная работа, вообще у нас есть дипломный год, это после 5 курса, 6 курс, это дипломный год. Нам выдавалась мастерская на 3-4 в этом же вузе, на последнем этаже с большими окнами. Вот. И одобренные эскизы дипломной работы, они как бы потихонечку выполняются там в течение года. Почему абхазская кухня? Я, наверное, впечатлилась на нашем фамильном сходе Пилевском, где был накрыт стол. Это было осенью как раз, мое любимое время года. Вот. И на этом столе, то, что обычно у нас может стоять, да, я все изобразила, плюс своих там родственников, дядей, папу за столом. На переднем плане этот стол длинный.
Вот, и одобрили эти эскизы. Вообще, я бы хотела сказать такую вещь, что в этом вузе очень положительно относились к тому, если студент хотел что-то свое изображать. Допустим, если он не из России, да, там много было иностранцев, более воодушевленно это воспринимали потом на защите, чем если бы я, наверное, Москву писала. Например, «Мосты Москвы» или что-нибудь такое, да, выбрала бы. Но я этого не знала, я просто захотела то, что увидела, да, предложила, и как бы одобрили. Со мной в мастерской была отличница Саша Иванова. Надеюсь, она меня не увидит. Саша Иванова с утра до ночи работала. С утра до ночи. Я же несколько раз в неделю, ну, по часа 2-3 я приходила. Почему так? Ну, опять же, наверное, это лень. Ты студент, ты думаешь, ты все равно успеешь. Там ты только от себя зависишь. То есть твоя задача, главное, сделать. Тебя никто не проверяет. Вообще всю учебу так было. Когда ты пришел, что ты сделал. Просто потом на экзаменах, если ты не предоставил работы, спокойно отчисляют. И все. А у меня еще такое в характере было, все в последний момент делать. Впритык. Да, впритык, по ночам. Мокрые холсты приносить. Мокрые. Масло же не высыхает за час. И я, значит, ужас. Вот Саша Иванова, она делала на 5. Всегда все. Много работала с утра до ночи. И я прихожу, значит, несколько раз в неделю. И потом на защите мне ставят 5, и ей ставят 5. Это для меня было удивление. Я знала, что работы дипломные остаются институту. Я для себя решила, главное, чтобы 4 была. Чтобы дома не сказали, что это такое. Бездельничала Да, все что годы. это значит, как так. Вот. И когда мне поставили за мои неполноценные старания 5, я вот в этот момент поняла, что это все было не зря. Вот серьезно говорю. Я просто стояла на этой сцене с картинами, президиум, значит, ректор Репинской академии, наш ректор, проректоры, Жилинский, например, художник, который при жизни в Третьяковке висит. И он берет микрофон и говорит: я вас поздравляю, вы живописец. Если была бы 6, я поставила бы 6. Я просто в шоке, я стою, я градом слезы льются, не могу остановиться. Я говорю: Господи, спасибо, это все было не зря. На каком уровне искусства на сегодняшний день в Абхазии? Как вы оцениваете этот уровень? Развивается ли Я вообще считаю, это что направление? развивается, конечно. Это видно. Есть много людей, которые прикладывают усилия для того, чтобы развивать искусство. И опять же, много молодых художников талантливых. И меня часто приглашают на выставки, а я не иду. Почему Потому же? что у меня нет работы этого года. Что вообще выставки дают художнику? Развитие. Ну, в Москве, например, когда участвуешь в выставке, например, Московского союза художников. Вот я это тоже не знала, когда училась в институте. И меня мои однокурсники: почему ты не участвуешь? Ты что? Давай. Оказывается, если у тебя есть 3 участия в таких выставках, то есть вот эта твоя биография накапливается, именно, например, от союза, который, то у тебя потом есть возможность вступить в союз. То есть условия такие: 3 участия в выставках, рекомендации от 2 заслуженных художников, членов с этого союза. Также и в российские вступают. Поэтому все стараются быть активными в плане выставочном. Писать работы, там разные темы предлагаются тем же союзом. Там, например, весной тема такая-то, и вот у вас есть месяц, дорогие наши. Там. Исходя из того, что вы только что сказали, вы себя лишаете развития. Я правильно вас понимаю? Да. В том-то и дело. Значит, надо исправляться? Знаю, да. Буду. Участвуешь, да, и ты смотришь, наверное, на себя в сравнении с другими авторами. Ходишь, смотришь, сам тоже. У тебя вот это вот похуже вот в этом плане. У кого-то получше, у кого-то большие работы, а у тебя маленькая. Там, или наоборот.
Вот вы сказали, что вас приглашают, но вы не принимаете участие, потому что у вас нет новых работ. Но я полагаю, вы все равно ходите на выставки, смотрите работы своих коллег. Да, не обидно, не не всегда обидно получается. становится? Ну, обидно, но, видимо, не до такой степени, да, чтобы я на следующий день села и стала писать. Я вообще в этом плане как-то упрямая. Я, опять же, вы пришли, я повесила картины дома, я вот принесла этюдник, краски выдавила, да, и все, это уже способствует начать писать. Однозначно завтра-послезавтра я сажусь, еду куда-нибудь, кого-нибудь с собой беру и напишу работу. Я даже обещаю, что через неделю я пришлю фотографию моей новой работы вам в WhatsApp. Договорились. Вот, и раз я это сказала, мне придется это делать.